Не только добыча, но и глубокая переработка. Сейчас лучшее время, чтобы производить самим, отмечает зампред правительства Коми. К примеру, на стадии проектировки завод по производству катионного крахмала из картофеля. Это ингредиент для производства бумаги. Раньше ЛПК закупал его в Западной Европе. Для начала это будет небольшая линия. Также в стадии проектировки завод по сжижению природного газа в Сосногорске. С участком определились, уже сделан предзаказ на оборудование отечественного производства. Завод по сжижению природного газа тот же. Это уже производная история. Более того, мы создаем всю необходимую для этого инфраструктуру. Ставим заправки. По сути, от 3 до 5 заправок будет на территории республики. Питерский опыт приведу. 2800 автобусов, 4 автобусных парка, практически весь питерский автопарк переведен на СПГ. Улучшается экология. Без дозаправки транспорт может курсировать до 1000 километров. Это существенно снижает стоимость, то есть средний диапазон стоимости СПГ где-то 30-35 рублей. Это значительно выгоднее, и, конечно, экологично. И сейчас, на сегодняшний день, все виды транспорта могут переводиться, и сельскохозяйственный транспорт, и карьерная техника, и все, что в республике работает, может переводиться на СПГ. Санкции послужили реальным толчком для всей страны, и Коми не исключение. Завод в городе Шахты Ростовской области производит компрессоры, импортозамещающее оборудование и рассматривает Коми как еще одну точку для начала сборки, а затем и производства. Планируется небольшая линия по утилизации медицинских отходов. Объем инвестиций – 500 миллионов. Сельхозпроект выращивания суперэлитного картофеля. И даже инвестор из дружественного Китая, производитель тяжелой техники, приезжал в Коми, чтобы прощупать почву. Впрочем, китайцы не принимают быстрых решений, поэтому пока только идут переговоры. Мы очень быстро идем по инвестициям. И, кстати, в рейтингах инвестиционной привлекательности мы резко стали расти. С приходом главы, с приходом новой команды резко стали расти. Республика становится инвестиционно привлекательной. Сплоченная команда, оперативность, меры господдержки и постоянное взаимодействие с потенциальными инвесторами и федеральным правительством. Пул проектов уже на 150 миллиардов. Они не обязательно воплотятся в жизнь моментально. Ключевая точка роста экономики региона – Пижемское месторождение титана. Одно из крупнейших не только в России, но и в мире. Проект разрабатывается с 2006 года. Существенно продвинулись именно сейчас. Практически все лицензии получены, вышли на инвестиционную стадию. Это значит то, что сейчас формируется пул банков, который будет участвовать в финансировании проекта. Объем капитальных затрат в первой очереди 52 миллиарда рублей, второй более 120 миллиардов рублей и более 5000 рабочих мест. Как минимум один раз в 2 недели собираемся вместе с Новиковым, с рабочей группой, с технарями и прорабатываем реализацию данного проекта. Я думаю, что уже в 2026 году первая очередь уже заработает. Драйвер развития региона и реализация социально важных проектов по государственно-частному партнерству. Сейчас вместе с инвестором подбирают участок в Сыктывкаре для медицинского многопрофильного центра с самой современной комплектацией и передовыми методами исследования. Уже решают и кадровый вопрос. Нужны до 500 специалистов. Задача в этом году приступить к проектированию. Объем инвестиций более 10 миллиардов рублей. Позитронная эмиссионная томография – это очень важно. Это ранняя диагностика у нас онкологических заболеваний, а также неврологических, сердечно-сосудистых. Циклотрон, то есть производство радиофармпрепаратов, мы прорабатываем, смотрим. По нашей информации, 4000 пациентов в год на онкологию у нас будет, на раннюю диагностику. Это очень важно. Дальше гемодиализ. Примерно 50 коек. Соответственно, дальше все виды медицинских услуг, соответственно, офтальмология, кардиология и так далее. Тем временем по санаторию в Серегово инвестор в ближайшие месяцы уже представит частную концессионную инициативу на согласование правительству. После определенных процедур компания сможет приступить к работам. Это обновление старого корпуса, там активно поправляют здоровье жителей Коми. Лечебные ванны помогают людям с опорно-двигательными заболеваниями. Новый корпус нужно достроить. Сейчас он готов на 75%. Примерный срок завершения – первая половина 2025 года. Еще заинтересовал санаторий Крахаль в Ухте как место для реабилитации, потому что санаторий с 2012 года не функционирует, но отапливается благодаря Ухтинскому университету и той группе людей, которые энтузиастам, которые смотрят за ним. Место очень хорошее, и реабилитация для участников специальной военной операции могла бы сейчас быть очень актуальна. Соответственно, уже как минимум 3-4 проекта в периметре Коми рассматривает, поэтому мы надеемся на то, что он реализует в сроки.
Аквапарк в Сыктывкаре тоже вполне реальный проект. Сейчас на стадии расчета финансовой модели. Кировский инвестор «Отпал» рассматривает предложение другая компания, недавно построившая аквапарки в Москве и Зеленограде. Зампред правительства Антон Виноградов прорабатывает по поручению главы Коми проект реконструкции Сыктывкарского аэропорта и строительства международного терминала. Это лицо столицы Коми, и оно должно быть привлекательным. Потенциальный инвестор найден. Ольга Коняева, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.